Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня тема гадания звучит так. Состоится ли ваша встреча? Желает ли мужчина встретиться? И как все у вас сложится? Ну, имеется в виду при встрече. Пожалуйста, кому эта тема важна, актуальна, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам очень нравится. Представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Состоится ли наша встреча? Можете даже время загадать свое. Желает ли мужчина встретиться? Как у нас все пройдет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же будет. Будет ли ваша встреча? Как она пройдет? Желает ли ваш мужчина этой встречи? Что же будет? Так, ну встреча ваша состоится, но состоится она немножечко позже, чем вы загадали, либо чем вы планируете. Ну тут может быть как мужчина опоздает, так и может мужчина перенесет на день, либо на неделю встречу. Вот смотрите, дорога к нему сбивается, видите, с вашей стороны все в порядке, а с его стороны вот здесь есть какая-то заминочка, что-то у него не пойдет, не сложится. И тут какая-то техническая причина, да, это не значит, что он не хочет, скорее всего у него не получается по делам, по обстоятельствам, то мало ли как у него сложится, да. Там не успеет, опоздает, с работы не отпустят, либо там какой-то важный проект будет. Может, мужчина ваш и с другой стороны будет к вам ехать, да, и из-за всех вот этих пандемийных дел, может быть, и не получится у него, да, вовремя там прилететь, либо приехать. Но мужчина к вам очень хочет. Я вижу, что у вас взаимное желание, огромнейшее желание, вы друг к другу стремитесь, как две бабочки летите на огонек. Но тут прям милота, понимаете, милота, мимишность, насколько вы друг друга любите, желаете и мечтаете поскорее встретиться. Вы вот действительно как два магнитика пытаетесь вот соединиться, вас к друг другу тянет, да, и вы вот раз и соединитесь. Вот такой момент я у вас вижу. Смотрите, мужчина, у него какие-то прям грандиозные планы на вашу встречу, то есть смотрите, если он вас никогда не видел, то он там уже обмечтался, какая вы есть, чем вы пахнете, там, какая вы на ощупь, да, вот насколько у вас там ручки мягкие, понимаете, вот прям он глаза закрывает и представляет, что вы вот вместе, что вы встретились, что у вас все классно, что наконец-таки нету между вами этих ужасных километров, которые вас разделяют. А вы тоже, вы так по нему истосковались, вам так хочется, объятий хочется посмотреть в его глаза, хочется почувствовать его энергетику. Вам кажется, что вы уже знакомы, там, я не знаю, не первое тысячелетие. Я вам скажу больше, что, скорее всего, так и есть. Вы, скорее всего, вот именно кармические у вас были встречи до этого в других воплощениях, возможно, даже в других мирах, где-то вы уже с ним пересекались, причем не раз. И пересекались вы всегда по теме отношений и любви. Понимаете, вы всегда были влюбленными людьми. То есть разные бывают ситуации. Иногда бывают ситуации, когда люди путают любовь, да, и, например, кармические связи, когда вы там в прошлой жизни, например, были там мать и сын, да, отец и дочь, брат, сестра. Вот именно конкретно эта ситуация, это люди любили. Любили, очень любили. И вот теперь друг к другу тянутся. Вы нашли друг друга в этом огромнейшем мире. И хочется этой встречи, безумно хочется. И ему, и вам. Здесь, конечно, огромное желание, огромное желание. Знаете, вот если у него придется вот ему сдвигать, да, у него не получится, он будет очень сильно переживать. А главное, вы его поддержите и дайте ему понять, что вы не обиделись, что вы его понимаете, потому что ему и так очень тяжело. Знаете, вот мне даже кажется, что он этой встречи хочет больше, чем вы. Ну, и вы, конечно же, хотите, но у него прям сердце уже он свое наперед отправил, да, а сам следует за этим сердцем. Вот такой момент идет. Знаете, он уже всем рассказал про вас, про вашу встречу. Все уже там, не знаю, его знакомые, соседи, все знают о вас. Все уже его спрашивают, когда же ты там встретишься, поедешь. А он прям, я не знаю, у него что-то есть, он считает дни. Я не понимаю, что это, но я вижу, что он считает дни.
то ли вы уже назначили, то ли он понимает, что у него будет время свободное вот в этот период какой-то, да, он считает как будто бы дни, когда я смогу встретиться. Такой момент происходит. Так, как ваша встреча пройдет? Да, самый важный вопрос. Ну, во-первых, будет какой-то конфуз немножечко, потому что мужчина будет сконфужен. Вы будете чувствовать себя, ну, как в своей стихии, то есть вы, конечно, тоже будете очень переживать, но вы как-то накануне распереживаетесь, да, и как вот выгорите немножечко, такая вы будете, смотрите, прям стабильная, строгая, даже немножечко холодненькая, вот, и будете чувствовать себя очень уверенно, а мужчина, он просто потечет, потому что для него такой стресс, я не знаю, он откуда-то к вам идет, он к вам идет, откуда-то издалека, что ли, то ли дорога какая-то странная, сложная, стрессовая, вот, и он, когда увидит, что вы холодненькая, он просто так испугается, он так прям в шоке будет, да, типа, неужели я ошибся, неужели меня не любят, неужели меня не ждут, и он себя будет чувствовать очень неуверенно, вот, до того момента, пока вы не начнете улыбаться и по-дружески с ним общаться, вот так вот идет. Так что не пугайте вашего мужчину и покажите ему, что вы тоже очень рады тому, что вы встретились, тому, что вы можете пообщаться, пообниматься, да просто посмотреть друг другу в глаза и за руки подержаться. Здесь после этого я вижу, что просто мужчина немножечко подрасслабится, да, и, возможно, вы куда-то пойдете, либо что-то вы будете, может быть, даже пить. Да, он вам какие-то подарки привезет, либо подарок, либо несколько подарков. И что-то необычное там будет такое, знаете, вот прям как символ чего-то, да, символ любви, скорее всего, дружбы, преданности. То есть какой-то необычный вот. Ну, будут, конечно, там и цветы, и вкусняшки, но будет что-то необычное, и вы так сильно оцените этот знак. То есть этот человек куда-то там ездил, что-то делал, чтобы это приобрести. Это не какая-то большая там ценность, да, вот прям ювелирная какая-то, но это будет ценно для вашего сердца, да, что этот человек именно для вас сделал. Поэтому, мои дорогие, идет момент именно такого вот вашей доброты к нему, да, и благодарности за этот подарок, за то, что он о вас все время думал. Может, кстати, он что-то своими руками сделал. Ну, вот нет, тут просто непонятно немножечко, да, либо своими руками сделал, либо специально он куда-то там ездил, что-то там заказывал, делал. То есть это что-то такое вот сувенирное больше идет. Знаете, очень тепло пойдет ваша встреча, будут разговоры такие задушевные, вы будете очень много говорить. Но разговор, он как бы будет ни о чем. И вам будет не важно, да, о чем вы говорите. Главное, что вы вместе, что вы наслаждаетесь друг другом. То есть я не знаю, мне такое идет такая информация, что вы вообще там можете всю ночь проболтать, да, даже не будет желания поспать, да, настолько вот вы прям будете друг другом, да, подпитываться, настолько вам захочется просто быть вместе. Я не вижу тут сразу каких-то бурных страстей, интима, нет. Это может быть чуть попозже у вас случится, но первые, вот, я не знаю, там часы вашей встречи, первые там 3-5 часов, я вижу, что вы вот именно ну, реализуете свои настоящие чувства, эмоции друг к другу. То есть вы расположены друг к другу, вы добры к друг другу, вы внимаете друг друга, понимаете? Вот такое даже идет. Вы почувствуете, что у вас такой коннект с сердцами, душами. И знаете, вот все какие-то, может быть, переживания, страхи, сомнения, все это улетучится просто в один момент. Захочется, чтобы этот день, да, вот этот вечер, он длился просто вечно. И никто вам не мешал, и ничто вам не мешало, чтобы вы наслаждались обществом друг друга. И это было просто бы один день длиною во всю жизнь. Вот чего захочется. Разговор тут какой-то странный. Я не могу уловить тему этого разговора. Может, действительно этот человек, он иностранец, и он будет, ну, там, вы будете пытаться общаться на каком-нибудь там ломаном языке. А может быть, этот человек ваш, ну, например, там, не знаю, соотечественник, да, но он будет рассказывать вам о каких-то особенностях своей жизни, а вы, ну, как бы не совсем понимать будете, что это такое. Но это не важно. Все не важно. Важно то, что встреча будет очень теплая, очень нежная, и вы будете рады этой встрече, и он будет рад. Хорошо проведете время. Знаете, вот почему-то мне идет, что вот как-то страсть у вас, она случится попозже, что ли, да. Вот вы не спешите идти именно так на интим. То есть это не главная цель, да? У мужчины это не главная цель, а вы, ну,
Вы бы, конечно, может быть, и хотели, да, но вы не будете сама на этом настаивать. Да, вы будете ждать, пока мужчина готов. Мужчина какой-то мне идет уставший, прям уставший, вымотавшийся. У него какой-то большой стресс, да, вот чтобы с вами встретиться, связаться, выйти на эту встречу, он какой-то стресс пережил. И он настолько будет счастлив тому, что он держит вас в своих руках, да, что он смотрит в ваши глаза, что, наверное, такие интим ему сразу и в голову не придет. Может быть, этот момент проходит. В любом случае, после этой встречи ваши отношения, ну, они выйдут на какой-то новый качественный уровень. Вы начнете лучше, например, более качественно и лучше общаться, плотно. И ну, вплоть до того, что ну, как бы, да, интим у вас будет, все у вас будет. Вот, но мне почему-то идет, что эта встреча, она какая-то такая, она начало, но она не носит какой-то длинный характер, да, что вы там прям останетесь вдвоем на долго-долго. Нет, потом вас ждет опять какая-то разлука. И вот эта разлука, она будет такой тяжелой, прям, ну, как будто бы сердце ваше уезжает, понимаете? Вот вы будете чувствовать, прям плакать так сильно будете, прям так грустно. Захочется все бросить и бежать, там, не знаю, за этим самолетом, поездом, за кораблем, на чем он будет уезжать. А он очень тоже тяжело это все перенесет. И знаете, потом у вас такой разговор случится, когда вы будете договариваться, вот что все, врозь нельзя, нужно что-то решать, нужно принимать какие-то меры и соединяться в пару, в семью, в отношения. И вам еще предстоит вот это все обговорить. И тут главный момент, да, что вы увидитесь, что вы друг друга почувствуете, вот что будет происходить. Если это человек ваш муж, например, да, который там где-то на вахте работает, то, возможно, вы будете его уговаривать больше не уезжать, либо он скажет, что давай там где-нибудь рядом со мной поселись, живи где-нибудь рядом, чтобы вы могли видеться. Здесь такая романтика идет, здесь такая нежность, понимаете, вот прям нежность. Девочки, совет вам да любовь. Что я могу сказать? Я даже не хочу больше тут ничего ковырять. Пусть так все и будет. Пусть ваша встреча будет такой же прекрасной, но не будет грустной для вас, да, чтобы вы не грустили. Чтобы эта встреча помогла вам понять, что вы любите друг друга и что вы должны быть вместе. На этом все. Гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.